Ветеранов поздравили и в поселке Чульман Нерюнгринского района. Заслуженных людей поблагодарили за подвиги и вручили подарки, передают корреспонденты из Нерюнгри. С каждым годом наших героических дедов и бабушек становится меньше. На сегодняшний день в Нерюнгринском районе ветеранов Великой Отечественной войны осталось всего 7 человек и 194 труженика тыла. Возможность лично поздравить ветеранов и пожать им руку в знак благодарности за наше мирное небо над головой – это скорее не торжественный момент, а почетная обязанность. Работал председателем Совета ветеранов. Все они были водопесневнее. Вот. Я все время им это подсказывал, говорю, держитесь за старших, уважайте старших. То, что они делают, надо воспринимать. За каждой открывающейся дверью стоит судьба человека, отдавшего в годы войны все для нашей победы над фашизмом. Много воспоминаний и у ветерана 2 войн Ильи Антоновича. Сейчас ему 91 год. Рядом родные и маленькая внучка, которая знает, что ее прадедушка – герой. Илья Антонович принял участие в войне с Японией и в освобождении Праги от фашистов. Прагу освободили наша 109-я гвардейская дивизия. Дважды краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова 2-й степени. Вот. После чехословацких боев нашу часть дислоцировали на восток. Слова благодарности и поздравления были сказаны всем семьям ветеранов Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Также им были вручены букеты, подарочные корзины с памятными сувенирами, продуктовые наборы к праздничному столу. Но стоит отметить, что не дожидаясь даты годовщин, уделить внимание ветеранам – огромная ценность времени, которого у героев осталось совсем немного. Екатерина Павлова, Александра Цыбикова, Яла Мосов, Нерюнгри.